обсуждения, и потом по мере, значит, ну, Розарий Катна вы знаете, я вам просто хочу тогда представить Владимира Георгиевича Спешкова, известный театральный критик, заслуженный, призаслуженный, член жюри Маски и экспертного совета и так далее. И уже знакомый режиссеру по Губахе, по Губахскому фестивалю. А остальным вот, ну сейчас предлагаю познакомиться. Значит, я начну, что я хочу сказать. Знаете, вот начну с художественного образа спектакля, начну с работы художника. Знаете, какая штука? Мне казалось, все спектакли сделаны вот из этого. Вот все спектакли по Чингизу Айтматову делаются из какого-нибудь вот там песок или что-то, какие-то маленькие домики, эти колеса. Вроде бы все элементы те же самые, да, я это 100 раз видел. Но меня поразило, насколько актеры, ну, как сказать, сосуществуют со сценографией. Как правило, вот в спектаклях, особенно в Средней Азии, в казахском театре, в киргизском театре в самом, они с этой сценографией не взаимодействуют. Эта метафора остается метафорой и ничем больше. У вас мало того, что это все время, этого даже кажется чуть больше, чем надо, по-моему, там работа с песком, да, ну, назовем это, понятно, это что у нас? Это песок, да? Вы понимаете, ваш завхоз, ваш художник завхоз знает, где вы берете этот материал, а все остальное, я говорю песок. Так вот, этой работы с песком даже много, но тем не менее, поначалу эта работа задает ритм, задает ход всего, как сказать, формальным вот этим воплощением. И мне очень нравится в работе Тимура Кулова, в частности, что он как-то сочетает в своих работах такой достаточно традиционный театр с персонажами, где люди рассказывают истории, и метафорический такой театр. Что не чистая метафора, да, а в нем не чисто метафорический такой стиль, где все на каких-то образах. А здесь есть реально в какой-то момент, да, там все пашут, ну видно, работа Олега Устаевой, там все это, потом эти лошадки и так далее, так далее. А в какой-то момент раз и выходит на парную сцену, и сцена удается, да, и сцена работает, сцена играет, я имею в виду актерская, между актерами. Возникают партнерские отношения, потому что плохой метафорический театр, хороший театр метафорический, это Некрошус, да, великий театр. Ну не только вот просто из тех, кого вы, может быть, знаете. Некрошус это да. А плохой метафорический театр, он всегда такой, знаете, он приедается, он скучный, потому что постановщик садится на один и тот же прием и начинает дальше. Здесь же есть развитие в актерах. Мне это всегда очень важно. Последние годы особенно я очень, как ни странно, под давлением обстоятельств, потому что меняется сам театр современный, все больше уделяю внимание работе с актерами. Потому что вот есть хорошие ребята, режиссеры, да, там, мои знакомые, вот у них есть команда сложившаяся, допустим. Я сейчас никого конкретно не называю, но есть у него там сам он режиссер, художник у него художник по свету, у него композитор, у него свой хореограф. Вот. Эта команда как кулак приезжает и в принципе выпускает такой высокого, порой даже качества театральный продукт. Но это не всегда спектакль, это не всегда живое искусство, это всегда скорее такой набор, принципов и атрибутов высокой постановочной культуры. Да? Когда нечего сказать, да, по большому счету о спектакле, там, о театре, это театр высокой постановочной и исполнительской культуры. Когда нечего сказать, потому что когда есть что сказать, всегда конкретизируют. В данном случае, конечно, мне кажется, что кастинг, наверное, и не мог быть другим. Я как-то сразу подумал, что Динара будет в главной роли, но остальные моменты меня, конечно, удивили. Кастинг это тоже хорошо. Потому что задача хорошего режиссера, по-моему, всегда приехал со стороны, и нет никакой иерархии, не должно быть никакой иерархии. Вот один народный артист, слава богу, ваш старейшина, такой, как это по-русски, барущий артист, он с удовольствием идет на роль второго плана. И нет вот этого, берутся совершенно молодые ребята, которых я вот только в Макбете увидел, один был в главной роли, здесь он был эпизодический, другой в такой, более главной роли. В Макбете он был просто там тоже, игра, как это, алкогольно, да, но это же самый там последний действенный спектакль, а так он тоже, в принципе, массовая сцена. И мне это очень нравится, потому что мне кажется, что когда вот эта бронза на человеке
звания какие-то, там премии, и кажется, что все, дальше можно просто туда ходить, сюда ходить, по сцене, как в анекдоте, помните? А это не так, потому что для того, чтобы оставаться в орбите театров, сейчас я говорю не как шутку, а действительно, потому что в этом нет ничего плохого, а в орбите театров высокой исполнительской постановочной культуры нужно быть современным, нужно идти в ногу со временем, и а раз ты идешь в ногу со временем, ты постоянно меняешься. И нет закрепленных амплуа, и мне нравится, что такой кастинг, что такое распределение, кроме как бы Динары, я никого бы не угадал. Поэтому мне это нравится, потому что режиссер приходит, в том числе зовется, приглашается для того, чтобы он перестроил некую систему иерархии, систему амплуа, сложившуюся в театре. Это у нас героиня, она будет героиней. А это у нас, значит, такой, на роли благородных старцев. Я сейчас так. Мне нравится, что вы пополнились какими-то очень интересными актерскими индивидуальностями, молодыми актерами, актрисами. Мне, за ними приятно наблюдать, они точны, техничны, я сейчас уже про массу говорю. Но главное, мне доставила удовольствие игра двух садыков. Да? Мне нравится, что мне даже, может быть, я не знаю, на стадии, опять сейчас меня Владимир Юрьевич упрекнет, что я начинаю ставить свой спектакль, они обсуждают. Мне просто показалось, что в принципе, да, с точки зрения метафорики, языка, стиля, эстетики этого спектакля, может быть, даже не какую-то Великую Отечественную войну. Нет здесь Великой Отечественной войны, нет ее. Вот эти все дети, они знают понаслышке, и хорошо, потому что, что бесконечно эту рану тревожит, да, вот мы, чьи там, например, реальные родственники воевали, погибали, не вернулись, были инвалидами, как у меня, мой дедушка был, у него ранение в голову, он был без ноги, и это все очень тяжело, понимаете, и совершенно не хочется, как сказать, вот эти... И мне как бы эта медаль за отвагу, которая в этот раз очень хорошо, не в каждом театре такая уже культура бутафорского исполнения орденов, медали, все четко. Но мне показалось, что здесь это даже лишним, потому что нафиг разница, на какую войну уходят мужчины. Мужчины всегда уходят на какую-нибудь войну. Женщины всегда остаются вот в таких сложных... Вот эта вот грубость, черствость, собственно, Скажите, я перепутал Садыка, не Садыка, конечно, Саид. Два Саида, вы поняли, да, что Садыка... Так вот, грубость и черствость этого персонажа Садыка, она толкает эту Джамилю, вот «Нелюбовь», да? Видели вы фильм «Нелюбовь»? Этого, Нелюбовь, да, вот нет чувств, все. Это не потому, что она там какая-то. Она очень даже верная, но просто нет любви и нет смысла. Вот она ребенок стихии, она ребенок дитя, точнее, дитя вот именно природы, дитя, и в ней это женское естество явлено. И мне кажется, актриса это делает, и она убедительна, да, и она такая, бессмысленно говорить о морали, потому что есть мораль выше человеческой морали. И мне нравится, что здесь значит, Дания практически не играет. Вот если идти прямым путем, чем он, собственно, завоевал, чем он завоевывает ее любовь, чем он завоевывает ее расположение. Да тем, что там звучит это раз в песне, как подчеркивает все. Тем, что он не такой, он не грубый, как все эти мужчины. Нет мускулинных этих мужчин, агрессивных, очень таких домостроевских, которые там за поцелуй играют, которые ты здесь, дай-ка я тебя, если ты, условно говоря, и когда первая сцена, когда Саид, когда происходит вот эта дружба возникает, да, когда он защищает ее, этот мир агрессивных мужчин, а вот он другой, он не пытается самоутвердиться, действительно воевавший человек, контуженный, с какой-то психологической травмой, потому что это же тоже очень важно. Лучше тебе не знать вообще ничего. Зачем ты спрашиваешь? Не надо. И мне кажется, что здесь вот такая привязка какая-то, может, к 75-летию там, победы, но она, конечно, не нужна, потому что
я не хочу воспринимать, я этого художника не могу воспринимать. Выходит молодой парень с накрашенной челкой, в татуировках весь, с ног до головы, да? В некоторых театрах за такое как бы вообще ругают, заставляют кожу менять. И, естественно, это художник, который колет тату, например. Ну что, у него не может быть памяти, что ли, о деревне, о какой-то женщине вот молодой, который, очевидно же, там же у автора это дано очень, что он, и в спектакле у вас это есть, ну как-то у него такая влюбленность, он даже себе позволить не может, но это не столько влюбленность в конкретную женщину, а мир женской красоты, молодости женской раскрывается через этот образ. И поэтому она для него дорога. Ну, как вот, мне кажется, так. И поэтому, да, и вот он для меня современный. И мне это, потому что и движение, и хореография современная, и все. И спектакль не бытовой. Мне вот с первой минуты уже все равно, что за война, потому что война это война всегда. Но это не мешает, это не надо, я не к тому, чтобы отстегнуть сейчас эту медаль, она как бы, придут там люди из «Единой России», вот на грант к 70-летию, пожалуйста, все как бы. Это не мешает, но это и не помогает. Такая детализация в данном случае, она скорее вредит художественному миру. Понимаете, Валерий Борисович? Вот именно прорисовки там ефрейторской лычки и в этой медали, ну, то, за что я в других театрах ругаю художников, что вы там, когда бытовой, реалистический, психологический театр, да, такая эстетика, там это нужно. Но там почему-то нет. Там все медали на бикрени, орден Красной Звезды не здесь, а здесь. Ну, в общем, актеры, да. Мне правда, мне очень понравилось, как ваш состав работает, как вы не сбиваетесь, держите, как сказать, вот, чувствуете перспективу роли, да? Наверняка это режиссер вам как-то сделал. Вы чувствуете, вы не выдыхаетесь. Там был момент, когда меня немножко подутомил спектакль, я честно скажу, это где-то минут за 10 до финала, вот перед побегом Данияра, значит, с Джамилей, там есть такой какой-то кусок, ну как-то он там ритмически провисает. Там слишком много, мне кажется, это классно придумано, же классно придумано с этим, вот опять же, с этими поводьями, да, с этим колокольчиками, которые звенят. Ну, когда это, это немножко много, да, вот мне кажется, это начинает заслонять словесное действие, это начинает немножко утомлять, потому что исчерпывается прием, ну, начинает исчерпываться прием, потому что очень уж активно с этим песком. Я вообще сидел, думал, ну и смелый же театр, в чужом театре, на фестивале, разбрасывать этот песок так, как будто здесь нет ни дирекции, нет ни это, да, здесь службы матерят вас. Но актеры об этом не думают. Очень часто я просто видел такие спектакли, где актеры думают о том, как бы слишком далеко чего-то не зашвырнуть, и это становится, и как бы совершенно забывает о роли. Ну, здесь как бы, ну, играется честно, с отдачей, мне это кажется правильным. Вообще мне показалось, что вот ваш контакт с режиссером Тимуром Куловым, которого я недавно еще совсем не знал, а потом мы с ним увиделись, подружились, он такой прекрасный во всех отношениях парень, большой умница. Вот, все-таки, Тимур, я тебе рекомендовал тоже, как сказать, чистить спектакль от излишеств, идти к лаконизму. Вот, я понимаю, у молодых режиссеров есть такая, как сказать, и беда, и счастье. Да? Вот ты придумаешь, у тебя богатая фантазия, она не исчерпана, ты неисчерпаема, она отсюда. Смотрите, но все-таки спектакль может быть точнее. Он может быть не такой вычурный в каких-то вот формальных элементах. Идти главному. Потому что, конечно же, все равно актеры возрастные, они работают в таком психологическом, достоверном ключе. Сама главная героиня, она переключается то из метафорического, то в прямой план взаимоотношений, ну, в такой традиционный театр. У нее это перевоплощение получается, ну, все равно невозможно. Раз ты делаешь такую, находишь такую синтетическую форму, которая в себя вбирает разные художественные системы, ты, мне кажется, должен быть чище, ну, как бы, безжалостным к самому себе, к своей собственной фантазии. Ради главного, ради чистоты, звучания спектакля. А в целом, мне кажется, я вот действительно, вот, подытожу еще раз, очень рад вас видеть, недавно мы виделись, буквально совсем на прошлой неделе.
в другом спектакле он был совсем не похож на этот, это совсем другой. Ну и это хорошо, мне кажется, театр так и должен заниматься разными вещами. Вот. Поздравляю еще раз тех, кто попал на группу. Мне кажется, все очень органично и удачи вам. Все, спасибо. Sizin spektaklingizni bek e'tibor bilan qaradim, ham qiziqsinib qaradim. Birinchidan spektaklimizda yangi formula kiruvini bek o'xshay. Chunki biz sizning teatr tarixida bilamiz yangi hozir formula kirib borganini ham bu yoqdan men aytar edim bu spektaklimizning tarixi ana bek qiziqli deb o'ylayman, chunki sizning o'zingizning endi tarixiz bor. Aytmatovning Jamilani qo'ymagan bir teatrda yo'q. Bizning Tataristonda ana Tuberkama teatrida qo'ydi. Men ko'rganim Qirg'izistonning o'zida qo'yganlarini da bu spektakllarni belgili har vaqtda da kun ko'rish bilan baylamaylar. Chunki Aytmatovning poetikasi ana endi shunday ravishga keltiradi. Formasi yog'idan poetik spektakl kelib chiqadi, bundan kosmos bilan bog'liq. Ikkinchidan tabiiy qirg'izlar, ular tabiat kishilari. Biz mana yer bilan bog'langan ko'proq, shunga ko'ra biz mishga tutunamiz, o'tirgan yerda biz o'tirishga tirishamiz. Qaydagina bo'lsak da biz ko'p bilan ilmtalar u qadar bek bo'lmaydi. Shunga ko'ra bizning interyer ko'proq bo'laydi o'zimizning spektakllarda. Unda bilasiz, shunday kosmos kengliklerini alıp bararsiz. Endi menga kalsa bu spektaklda Türkiye teatrlarının ko'psini qatag'an ishtamlar ko'zga belgili tashlana. Her bir spektaklda endi Xarkaslar kelami, Altaylar kelami, hammasida qozoqlar kelami. Mana shu qirib turida bor ekan, har vaqtda da shu talablash kelib chiqadi. Ya gel bog'la. Bog'la yosilib turgan mumkin, ham endi shu bilan o'ynaylar. Har vaqtda shu bilan bu ishtamlar muqaddarlashning bo'lishi kerakmidi. Chunki u sizning o'ynagan vaqtda u sizga qimoshavli, ko'pchilik vaqtda u sizning o'yindan tarif tajribara, e'tiborni biz aktyorlardan yo'qotamiz. Sizning bunda qim, mana u qim u yerda, u bizning ishimiz yer. Bizda tatarlar ishimiz yer, ular ishimiz qim, ham shu vaqtda suvda. Yer, suv degan tushunchalar u Turkiy dunyodagi bizning yer, suv, havo degan tushunchalar bunda ochilib turadi. Ko'kdan tushgan suv ham shu suv bilan chistlarni u turli assotsiatsiyalar tug'diradi. Ham spektaklingizda ular bek o'rinli. Shu bek usta o'ynaysiz u momentlarni. Yer bilan qumni turli oshliq bilan ish vaqtida ko'rsatasiz. Ana turlicha olimlar bilan ko'rsatasiz. Suv bo'yida qizlarning kiyimlari yuvunda, anda shuluq boshqa voqealarida suratlaysiz. Bek ochiq olar ko'rinalar. Ham endi eng menga ko'ngilga tegan moment bo'ldi. U olib ketgan vaqtda Jamila bilan Daniel orasındaki tuğan münasebatni ko'rsatuv plastik formada bu sizning primitivroq bo'lib chiqdi. Qatlangan gibi, xoreografiya bilan bo'lmagan gibi tuyuldi menga. Bilmayman, balkim yanglishimdir. O momentni siz o'ylamadingizmi? Menga shulay tuyuldi bu. Siz anda suv tovushi kela hamanda. Vodopad ketdi. Vodopad ketdi, suv ketdi. Men sizni suv ostida ko'rasim keldi anda. Ham sizgina, chunki u Daniel muhabbatni sezdirmay, uning ishga kechirishlarini biz tuyumlardan biz u avtoqulanga chiqqanda beradi. Chunki biz endi anladik shulay bo'lasin. Onun birgina qarashından ham endi suv bilan mana shu vodopadni prinsip bo'laroq shu suv bilan bo'lganda unda muhabbat balkim mana shunda şunun bilan bitirga kerakdir. Unda o'rtadagi xoreografik primitiv element bilan tug'ildir balkim. Mening bu fikrim. Anlab menga o'shada sizning liniyniy tug'il, bir liniyada ana bu voqea. Xronotopning mana shunday qattiqligi bo'ldi. Bu sizning
Озактан башлана, бүгінгі күннен башлана. Инде татуировкалар белән булган егетне без инде беләбез Алтайларда да, ул төрки халыклар борынгылардан булган. Шуңа күрә дә монда башта ук безгә сигнал бирә, режиссер билге бирә. Монда бөтен дөнья, бөтен төрки мәдәниятләренең кушылмасы булачагын аңлата. Biz монда башкортның да әһәңнәрен ишетәбез. Монда татар уракчы кыз, татар җырда яңгырый. Инде йолаларга килгәндә билгеле сез кыргыз йолаларын ачып бирәсез. Алар да шулай безнең уртак. Туй йоласы да, аннан атлар белән ат чабышлары, көрәшләр, алар безнең безгә якын. Шуңа күрә дә монда бөтен төрки мәдәнияте белән бәйле шундый спектакль туган. Аның музыкасында да ул чагылышта бар, ул гына да түгел. Хотя я чувствую, что к концу фестиваля, наверное, уже начну понемногу. Мы на фестивале молодой режиссуры «Эмисло», и я очень который день, второй, собственно говоря, день, благодарю судьбу, которая приняла облик Нияса Рауфовича, и я впервые попал на этот фестиваль, потому что каждый день, вот второй день, по нескольку раз в день я делаю для себя какие-то открытия, такие очень серьезные, не рядовые. И вот открытие вашего театра, которое я вижу впервые, как театра с очень мощными возможностями, по-моему, замечательным творческим потенциалом и с очень профессиональной труппой, когда не надо делать никаких скидок там на театр малого города или там на какие-то более сложные, может быть, я предполагаю, условия, чем в столичных театрах, а можно говорить только о главном нашем деле, об искусстве, об этом впечатлении. Это очень сильное впечатление, оно глубокое, серьезное, эмоциональное, оно визуально очень мощное, то есть это картинка, которая западает в тебя как некий образ, и оно эмоционально очень серьезное. Я очень рад, что увидел вот второй спектакль для режиссера Тимура Кулова, потому что я видел «Барыню» его на ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой». Этот спектакль произвел на меня очень сильное впечатление, я потом о нем много говорил и писал. Очень сильное впечатление, как из рассказа «Муму», который давно считается сентиментальная история для школьников в средних классах, была сделана подлинная человеческая трагедия. Да? Но все мы знаем, что один хороший спектакль может поставить любой режиссер. И для того, чтобы понять, вот так и есть не все режиссеры, по 50 лет существующие в профессии, все говорят, а помнишь, у него вот такой спектакль, и больше ничего. Вот, и все проверяется вторым спектаклем. Я, правда, не знаю, какой был первым, какой вторым, да, но вот это свежее, да, но это очень важно, что вот есть второй спектакль, в котором создан целый мир, да, мир такой устоявшийся, большой, очень гармоничный, давно существующий, и мир, тем не менее, обреченный, потому что жизнь меняется, и обстоятельства меняются, и появляются люди, которые, в общем, становятся неким знаком, неким сигналом того, что этот мир меняется, и он будет иным. Вот Джамиля и все, что с ней связано. Это спектакль такой воспоминаний, драма воспоминаний, или драма памяти, как сказал бы наш друг Паша Руднев, да? Вот, художник, да, который вот воссоздает свой в сознании, в памяти свой персональный амаркорд, и я вспоминаю, есть этот великий фильм Феллини «Мир своего детства», откуда что пошло, что, собственно говоря, его питает и делает художником. Меня только поначалу некоторое время смущал облик художника, поскольку думаю, что да, если человек такого типа вспоминает про войну, то он должен вспоминать это в 50-е годы 20 века, да, мы видим человека, несомненно, из 21 века, но как бы поскольку спектакль действительно метафорический и такой условный, с этим я смирился. Burada bugün şok buldu.
позитив шок болды. Мен Мизелия театрын білем, деп ойлап берейін. Міне бүгін бүтінлей екінші жақтан аштым, білмеген екен. Bir yılda Қазақстанның Ақтау шаһарына Каспий иллері фестиваліне барғаш, Иблис. Дәл соң мен урамда бір қазақ сырай. Қарағанда спектакліне аға шақ қатылар енді түріксөй, елшінлер келген еме, бірінші орын алды деме. Бұл Мезелинес сіздің тотарлардан баш шағыра бәлді қазір дейді. Шенгетігілерді мен Алматыда Астанаға көш дейме. Мен деп алып сөйлейсіз. Бұл дей шундай уровень, шундай не дейме, столичный театр уровень, Иблис спектакль тұрды деме. Şu қазақ туа деп мене бек көңілік берген екен, біраз кілдірген деме. Әйел мен татарлардан баш шақарақада бір көресіз, театрдан көресіз, баш шақарақа Мизелия дедім деме. Шок болды, яқшы мағынасында. Бұл бүтін Жәмиле Көппенге. Мен қатта бір Түркияда айтмас білен бірге болдық емес, естек, бұраны Балшылан көрден Жәмиле тұрды еме. Бұл бүтін Түркей темасы, негізі асылы Түркей. Темасы şu soğuş, kısaca etmeye gerek, bir yıl bir vatan soğuşunun bir ılık yüveli, tam karşı devlet tiyatro koydu soğuş temasına. Menzele koydu. Menzele koydu soldat kapını, menzele koydu bilemem teması değil mi? Hem bunu bittiğinde bu hatta Germanya'nın İngilizlerinin derslerine gittirgen Cemile yapılmıştı. Köpten yiyin ve tapta oğlanında kaçlarından yaş vakitte okup indi onu kalıyor değil mi? Okup onu kalıyor. Lakin haşırlar içicini okuma, makabbet olur, soğuş teması falan dilerim. Bütünleyi ikinci evlilik yapında. Siz, bilmem yeme şunu olmaktınız. Tamam, şu olarak da, tiyatrodan geçiş olarak da diyetemeyim ya. Bu bütünleyi ikinci temurayken. Dünyada İrat degen batırlık var. Dünyada hatın kız isimdeki hatın kız degen motorluk var. Mine o motorluk bugün Cemile rolündeydi. Batırlık Daniyar'daydı. Hem rejissör mine şunu kürsette algan, şunu bir algan. Bu Timur'un büyük zor olmuşu hemen. Şundan da mine uylap karalsan ne kadar bu süre durumda. Biz İratlar, mehabbet de bizim. İratlar hatın kızı niçin yaratırız? Onun motorluğu için, kıyafet motorluğu için yaptık. Bu men sanat. Halay takala yaratkan jirger motorluğu hatın kız. Şeşek de tügü, bukit de tügü, yıldız da tügü, yaş da tügü. Turmuşta bizim turmuşta motorluğu birden bir hatın kız. Men şunu kurdum bunda. Şunu kurdum. Bütünle ikinci yaktan kilip, şunu gösterken yaş bizim Timur. Hem batırlık, ayak ağırtta, aksak, kapşık köterip, kile bir cemiyetinden, kile. Yok, olana vahşi indi değil mi? Vahşi. Lakin aşık olan kişide mıskı tez kilmeyin. Çünkü o batır iri. Olup ne? Ne şu batırlık. Hem ahırda sonundan final. Dibeti mıskıydı, şişiliş. Matırlık bilen batırlık, onlar kuşlarga deyiş. Matırlık bilen batırlık kuşular. Mine bu idinin tabi gelecekte şeytip bulmaz mıyken kapşıgan belki ana mamak tuturup zorla kapşık. Arış kapşıklar bir tane 50 kilo. Ana yine kütergen var mı? Şunu küterebilirsin. 50 kilonun şartı küteresi ağır oluyor yine. O kişi ne kadar kapşık? Mamak tutulan belki 50 kiloda kapşık gerektir. Anlasın Dinara'nın dağında bile yaktırıp o körüne balayda körüne. Anın yüzünde Grazitlis'e su tatasın çıkmadı adıyız. Grazitlis. Yüzünün motorluğa hemen aşık olup oturasın. O bir zaman şundaki iki yaktırıp gitti. Daniyar'ın kırdaş yaktırıp gitti. İttigi yaktırıp ve şunu dedi. Timur'un min spektaküllerin görgen var. Timur senin bu tağın bir zor usuşun değil mi? Şimdi bir kızıklığına. Senin her aktörün olan harekette. Buna o Halk dip yazgan gibi iki kız da bizden İncir'den kayboluydu böyle ileri değil mi? Onlar da şu kadar живыйлар, şu kadar diriler değil mi? Rekallerine biraz sonra para oturasın. Birisi de ne? Para oturdan tukta
Бұндағылар баш герой қазір алғарақ шыққан, тігілер артта ялат мекен деп. Жоқ, хаммасы харакатта, хаммасы шушын ең тұрдыра. Потом особо хочу отметить сценографию. Очень удачный, очень продуманный, очень талантливый подход к сценографии. Кто-то из журналистов писал, я не помню, что там из Москвы заказали песок, 10 мешков или 100 мешков, не знаю, да. Ради такого эффекта можно из Китая заказать песок, декоративный песок. Молодцы. Это и песок, это и дождь в одном лице, 3 в одном. И это пшеница там, ну, зерно, сценография. Это макет саманнан işlenген анда имя. Это киргизский, это казахский, это наш тюркский имя. Тоже очень продуманный. Это колесо Арбатагамача имя. Это земля наша, это жизнь крутится. Это просто Тагамач имя. Хорошая, очень удачная сценография имя. Мен сізді барыңызды құтлаймын. Бұл ұмышлы Биракта Тимурны. Hem şundan da bu truppada, mındı kollektivda, mındı tiyatroda değil mi? Әлі Алла берсе сізге тағы да зорырақ жұмыстарға ерекшеге yazsın. Міне Нияз абайыңыз тағы да матур етіп, сахна журналына өзінің fikirlerini yazам дейді. Belki bilmem, мен де belki өзімнің лирик бір кірішіне шында қыстырып та қоярмын дейме. Ләкин бүгін міне біздің сахна журналының веб редакторы, бұл біздің сөйлешуні яздырып бара, ол ертеге сахна журналының электронный версиясына бұл обсуждение, бұл fikir алышы dünya görecek sakma jurnalında sizin bu fikirlerini paramparça göre alasınız. Sizin entübün tamaşaşı, sizin yaratman alıp görecek. Sizin yaratman tamaşaşı, sizin bilmegen tamaşaşı bundan sonra sizin tağında yaratacak. Aygın tiyatrın eyvetiken, akustikin, vinyal değil mi? Şu kadar avrusu bir kişilik değil mi? Alarga şu